Сами того не зная, вы стали участниками проекта, который называется «Эксперта-кредиты». Это цикл лекций, которые будут читать видные ученые, политики, общественные деятели. Эти лекции будут записываться, дальше будут транслироваться на телеканалах СТС, Коми, ТНТ в Сыктывкаре, будут выкладываться в интернете. Идея, как вы понимаете, не оригинальная. Да, сам формат не оригинален. Я думаю, многие из вас смотрят, кто не засыпает в столь поздний час, проект «Академия» на канале «Культура». Сама идея не оригинальная тоже, потому что в старое доброе советское время было такое общество знания. И очень многие ученые, да и просто достаточно умные и талантливые люди считали своим долгом нести в массы свет знаний. Вы тоже были, Михаил Борисович? А то. Да, они находили своих слушателей на меже, в заводском цеху, просто в какой-нибудь приспособленной аудитории и рассказывали им всякие интересные вещи. Поэтому, возможно, СССР считался страной достаточно образованных людей. Не знаю, насколько глубоки были их знания, но определенный какой-то такой научно-популярный срез, я думаю, такое общество обеспечивало. Мы попытаемся возродить вот эти добрые старые традиции. Кстати, про общество знания, я говорю, кто смотрел фильм «Карнавальная ночь», наверняка помнит лектора, который рассказывал «Если жизнь на Марсе». Помните? «Если жизнь на Марсе» никакого значения не имеет. Это науке неизвестно. Это была такая пародия на это общество знания. Должна вам сказать, что ученые, политики, общественники очень живо откликнулись на эту идею, потому что уже есть договоренность с Коми-научным центром, есть договоренность с ухтинскими преподавателями и политиками, которые готовы читать лекции на очень актуальные темы. Мы очень благодарны Сыктывкарскому университету, который откликнулся первым и предоставил эту аудиторию, и обеспечил вас в том числе. Я не думаю, что эти 40 минут будут потеряны. Первым сегодня лекцию читает, я думаю, известный и дорогой вам человек, что несколько облегчает общение. Проект называется «Эксперта-кредиты». В переводе с латыни это «верьте опытному». Но я вас предлагаю не верить. У вас есть возможность сомневаться, задавать вопросы. Для того, чтобы они записывались, установлены микрофоны. Если вам так не будет удобно, то можно будет вам поднести вот этот микрофон. Поэтому настраивайтесь на такое вдумчивое и внимательное слушание. Я желаю удачи нашему проекту и спасибо вам за терпение. Михаил Борисович, вам слово. Здравствуйте. Ну, я думаю, мне представляться не надо. Боюсь, что меня большинство из присутствующих знают. Меня попросили открыть вот этот проект. И, наверное, это, в общем-то, труднее мне будет, чем другим, поскольку опыта пока у нас нету. И я выбрал для своего выступления тему такую общую под названием «История Коми-края». Интересно это или нет? Когда-то у нас в лицее при СГУ был отдельный курс истории и культуры Коми-края. И если бы вы учились тогда, наверное, мое выступление бы большого смысла не имело бы перед вами, именно перед такой аудиторией, поскольку вам пришлось бы в течение, страшно сказать, 4 лет по часу в неделю знакомиться с историей и культурой Коми-края. Но давно уже этого курса нет, и вообще сейчас курс краеведения в наших школах потихоньку сворачивается, если не свернулся, и это имеет следствием, в общем-то, с моей точки зрения, печальный факт. Большинство у нас не знакомо с историей своего края, с историей своего региона. А с моей точки зрения это очень нехорошо, поскольку что такое региональная история вообще, о чем пошла в данном случае речь? Проще всего сказать, что региональная история – это история региона, в котором мы живем. А мы в каком регионе живем? Сразу возникает вопрос. В республике Коми. Можем ли мы говорить о том, что мы должны быть знакомы с историей республики Коми? С одной стороны, конечно, можем так говорить, но с другой стороны, республике Коми ведь немногим более 10 лет. А до этого? То есть в данном случае понятие «региональная история» довольно условно. Чтобы вам было понятно, я просто напомню, я учился в советское время на историческом факультете, на кафедре, название, которое нам вовсе не казалось смешным.
воспринималось как само собой разумеющееся, а сейчас оно вызывает улыбку. Я учился на кафедре, которая называлась «Кафедра истории СССР периода феодализма и капитализма». Вот такое странное название. Поэтому, когда мы говорим о нашей региональной истории, наверное, правильно говорить об истории Коми-края, то есть об истории той земли, где жил и живет народ Коми. Сегодня наша территория не однонациональна. И, конечно, говорить о том, что мы изучаем историю Республики Коми и изучаем историю Коми-народа, и ставить знак равенства между этими понятиями, конечно, нельзя. Мы сейчас именно историю региона изучаем, историю. Но, тем не менее, наверное, правильно говорить об истории именно Коми-края, поскольку большинство этнической территории Коми как раз находится в рамках административных рамках современной Республики Коми. Что такое региональная история? Казалось бы, это кусочек российской истории. Вот зачем ее надо знать? Но, понимаете, вот если вы из региональных историй, будем говорить так, историй регионов Российской Федерации, как из пазлов попытаетесь сложить картину под названием «История России», у вас ничего не получится. У вас будет некое размытое изображение, по которому будет трудно определить, что это именно история России или российского государства. В том случае это не одно и то же. Потому что каждая региональная история имеет свои особенности, имеет общие и особенные черты, и это связано с тем, что и каждая территория, и народ, населяющий эту территорию, развивались, в общем-то, по-разному. Может, в рамках одного исторического русла, одного исторического процесса, но все-таки по-разному. Обратимся, скажем, к той же самой хронологии. Вот у нас в ваших учебниках истории в основном хронология или периодизация, простите, российской истории основана на государственном принципе, на государственном подходе. То есть первый период – это период древнерусского государства, Киевская Русь, который сменяется периодом феодальной раздробленности, где-то примерно период XII-XV веков. Период феодальной раздробленности сменяется периодом московского государства, 15-18 века, 18-20, начало 20 века Российская империя, 20 век до конца советская история, история СССР и, условно говоря, с 90-х годов, сейчас историки это называют так, период новой России. Это условное название такое. То есть вот по государственному принципу. Можем ли мы эту периодизацию применить, скажем, к истории Коми-края, к истории вот этого региона? Можем, но ведь они полностью не совпадут. Хотя бы по той простой причине, что у нас до 15 века на территории Коми-края государственных образований не было. И стало быть, говорить о периоде древнерусского государства или вообще раннефеодального государства, о периоде феодальной раздробленности относительно Коми-краю, в общем-то, нельзя. Затем, когда на эту территорию распространяется, скажем так, влияние московского государства, история Коми-края уже развивается в рамках принятой государственной периодизации. Хотя мы можем применить и другие периодизации. Является ли, вообще зачем нужно знать историю региона? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден. На самом деле это не так. Мне вспоминается, когда, вот у нас, страшно сказать, когда, в 1993 году в лицее при СГУ впервые ввели предмет под названием «История и культура Коми-края». Не было ни программ, ни учебников, и вот как раз меня и пригласили вести эти уроки. Я так, собственно говоря, в лицее-то при СГУ и оказался. Первый вопрос, который мне задала одна из учениц: а зачем это нужно? Это же неинтересно. Я ее спросил, а почему? Вот почему ты считаешь, что это неинтересно? Ты вообще знаешь, о чем речь пойдет? Может быть, и неинтересно, я не спорю. Но ты откуда это знаешь заранее? Она говорит: а что тут говорить? Ни одной войны не было. Что тут изучать-то? Я говорю: а тебе не интересно, что, скажем, такой уникальный факт для многих регионов нашей страны, что на нашей территории, скажем, действительно 500 лет, полтысячелетия не велось военных действий. Это само по себе разве не интересно? Задумалась, говорит: а что, так 500 лет и не велось? А вот не велось. Вот с XIV века, когда Коми-край перестает быть, скажем, постепенно пограничной территорией, а для нас очень непривычно вообще, наверное, представить себе, что когда-то Коми-край был пограничной территорией.
Мы сегодня находимся, выражаясь военным языком, в глубоком тылу. До нас ни один враг не дойдет. Сколько ни пытались, ничего у них не вышло. Вот. Застревают в наших лесах, потому что дорог у нас никогда не было, не только сейчас, но и раньше тоже. А когда-то Коми-край был пограничной территорией московского государства. Дальше Урал, за Уралом неизведанные земли под названием Сибирь, населенные, ну, мягко говоря, не очень благожелательно настроенными к этой территории народами, которые промышляли в том числе и военными набегами, и здесь приходилось держать войска для обороны границы московского государства на севере. Потом эта граница отодвигается, и мы становимся действительно, скажем так, глубоким тылом. И до гражданской войны, начала 20 века, здесь с 14 века, действительно на территории Коми-края не велось боевых действий. Ну и слава Богу. Что в этом плохого? Вот выяснилось, что, оказывается, хотя бы вот такое есть интересное в истории нашего края. Мы жили 500 лет без войны. О, миру мир. Выяснилось, что кое-что еще интересное есть. Но вообще, если говорить более широко, вообще незнание, хотя бы в общих чертах, представлений о прошлом своего края, это ведь, в общем-то, один из таких признаков, я бы сказал, человека, не помнящего родства, человека-маргинала, оторванного от той земли, от той вообще исторической среды, в которой он вырос. Потому что ведь что такое вообще история? Что такое вообще прошлое, настоящее и будущее? Если мы представим все это в виде прямой линии с бесконечным началом, бесконечным концом, вектором, то настоящее – это точка на этой линии. Все, что до нее – это прошлое. Все, что после нее – неведомое нам будущее. И вот сейчас мы уже с вами в течение 15 минут уже увеличили историю на 15 минут прошлое, поскольку вот только этот момент, миг, мы находимся в настоящем. То, что было минуту назад, это уже прошлое, это уже повод для воспоминаний, повод для изучений, повод для того, чтобы задуматься, а что это прошлое даст нам в будущем, к чему оно приведет. Мы сегодня много говорим о патриотизме, о том, что необходимо воспитывать человека-патриота в любви к своей родине. Но я, правда, сомневаюсь, что наша картина патриотизма сегодня, я бы сказал, такая объективная и значимая. Мне сдается, что у нас в России вся программа, скажем так, патриотического воспитания, хотя я, честно говоря, не знаю, что это такое программа патриотического воспитания, как ее реализовать на практике, она несколько милитаризирована. У нас образцом патриота является солдат, служащий в российской армии, и образцом патриота у нас являются герои, которые погибли, защищая Родину. Я это говорю без всякой иронии, потому что я с глубоким уважением, естественно, как сын солдата Великой Отечественной войны, отношусь к тем, кто воевал, кто защищал Родину. Но я хочу сказать, что патриотизм вообще-то не только в этом, чтобы в экстремальных обстоятельствах встать на защиту своей страны, не побежать, не предать и честно выполнить свой долг. Вообще патриотизм гораздо более широкое понятие и основанное как раз в частности на понимании о том, откуда ты вышел и для чего и для кого ты, собственно, живешь на этой земле. По-моему, патриотизм можно определить очень коротко. Патриот – это тот, кто не гадит на собственной земле, вот, в широком смысле этого слова. А дальше можете не гадить в любом виде, растить деревья, растить детей, строить дома, вовсе не задумываясь о том, что вы поступаете как настоящий патриот. Вот не гадьте, и вам потомки скажут спасибо. Но для этого надо знать и уважать свою землю, на которой вы родились, выросли, с которой связаны корни ваших предков. Вот, по-моему, в этом как раз и есть смысл регионоведения. И кроме того, регионоведение, собственно говоря, включает в себя такую штуку, как краеведение. Это не одно и то же, по-моему. И, строго говоря, краеведение – это ведь история ваших семей, история вашего дома маленького. А у нас ее не знают. Знаете, где-то лет 10 назад меня
я прочитал в статье «История 1 сентября», есть такая очень хорошая газета для учителей истории, цикл статей о том, как преподают историю в разных странах, в школах, именно по школьным программам. Мне запомнилась, сейчас поймете, почему запомнилась, статья о том, как преподается история в такой маленькой, уютненькой европейской стране под названием Дания. Так вот, там целый учебный год, не помню какой, где-то в классе в 10-м, наверное, целый учебный год в датских гимназиях история преподается по программе «История моего дома». То есть история моего села, ну, сел как таковых в Дании нету, история моего города, история моей земли, история моего прихода, история моего района, то есть чисто краеведческая, целый год. Разработаны программы, по которым учащиеся не просто слушают на уроке учителя, но и сами должны выполнять практические работы по записи воспоминаний, по восстановлению там каких-то элементов истории своего вот с маленького округа. Я представляю, как тяжело и трудно и интересно работать датским учителям. Как вы понимаете, учебник по истории каждой деревни не напишешь. Это у нас в Москве есть курс под названием, простите, «Москвоведение». Ну так то Москва, там можно учебники написать, а историю каждой деревни Пупкина, Тютькина не напишите. То есть, по сути дела, учитель с учениками воссоздает свою программу и свою историю, маленькую историю, кусочек истории этого вот маленького, уютного датского королевства, которое когда-то было очень сильным государством, кстати говоря. И понятно, что это воспитывает и уважение, ну, прежде всего, к своему дому, потому что, изучая свою историю, вы неизбежно выйдете на ваших родных, на людей, которых вы знаете. И вы неизбежно обнаружите очень интересные вещи, связанные с прошлым и связанные с людьми, хорошо вам известными. Я уверяю вас, это намного увеличивает интерес к истории, когда ты узнаешь не только, что была какая-то там Великая Отечественная война, в которой воевал весь народ, но и узнаешь, что хорошо известный вам дядя Вася вот, был на этой войне и прошел ее как солдат от начала до конца и может вам рассказать не как в учебнике, что там дивизия Н наступала на Энском направлении, а дивизия там Y наступала на таком-то направлении и взяли город Берлин, а как, собственно, эта дивизия, будь она неладна, там в весенней грязи, преодолевая эту распутицу, наступала, таща на себе эти пушки, как они, матерясь, рыли эти окопы, чтобы просто сохранить свою жизнь. А вообще, как сказал мне отец, история войны – это история лопаты в основном, потому что бой короткий, а 90% времени солдат копает окопы, роет блиндажи, то есть, по сути дела, работает на то, чтобы не только победить, но и сохранить свою жизнь, потому что не выроешь вовремя окоп, ну и все. И солдатские руки – это руки не пороховые, я бы сказал, не порохом. Солдатские руки – это желтые мозоли от лопаты, от штыка, которым копают землю. И война – это перекопанная земля, по сути дела, поле боя. Они в меньшей степени гораздо изуродованные воронками, там, гусеницами танков и так далее. Вот. То есть история приобретает, я бы сказал, такие реальные черты. И мы в той же самой, вот переходя уже конкретно, вы-то не изучали историю Коми-края в школе, я бы хотел просто в небольшое время, которое отведено на каждое выступление, просто вам немного рассказать о том, а что, собственно, у нас было интересно. А можем ли мы вообще считать, что история Коми-края интересна? Не только потому, что это наша земля, но и в контексте, скажем, российской истории. Ведь мы неоднократно, так сказать, выплывали на поверхность российской истории, когда региональные события обретали, скажем так, ну, общероссийский контекст. Ну, в частности, вот средневековая история. Средневековая история Коми-края кажется сегодня совсем неинтересной и хорошо изученной. Может, и хорошо изученной, конечно, потому что действительно мы вряд ли по средневековой истории Коми-края найдем какие-то новые документы, новые факты, которые позволят нам
перевернуть представление об этом периоде нашей истории. К сожалению, Россия – это вообще страна уникальная. Мы, наверное, занимаем непочетное первое место, по крайней мере, в Европе, по дикому стремлению уничтожить свою историческую память. Мы загубили такое огромное количество документов по собственной глупости, с которым, наверное, ни одно государство Европы не сравнится. Мы уничтожали по классам, там, по каким-то социальным, по идеологическим признакам такое количество документов, источников, которое позволило бы нам, может быть, совсем по-другому сегодня, имея мы их на руках, взглянуть на нашу историю. Вот, например, о средневековой истории. Мы очень мало знаем об этом. Вы слышали, например, о Стефане Пермском? Ну, именем этого человека, хотя потому что названа центральная площадь Сыктывкара и центральная площадь столицы. Стефановская площадь, хотя это уникальная площадь, на ней нет ни одного дома и нет ни одного указателя, что площадь называется Стефановской. Не верите, можете сами проверить. Все дома там числятся по другим улицам, но не по Стефановской площади. И ни одной таблички с указанием «Стефановская площадь» нету. Я даже один раз пиво на этом выиграл у телевизионщиков. Они не поверили, потом с камерой ходили, не сняли. Нету таких табличек. Так вот, Стефан Пермский. По сути дела, это личность чуть уникальная в масштабах России. Это первый русский миссионер. Первый миссионер, который пошел в языческий край проповедовать новую религию. Дело было в 1380 году. И первый миссионер, вот российский, это признано, который, собственно говоря, просветил языческий край и совершенно уникальный случай вообще в нашей истории, создал для языческого народа азбуку, создал письменность. Аналогов подобному больше в нашей истории нету. Вот. И не случайно Стефан Пермский один из наиболее почитаемых святых в Русской Православной Церкви. А что мы, собственно, знаем о Стефане Пермском и о его жизни, о его деятельности? А очень мало. Мы знаем несколько десятков документов, летописных свидетельств коротких. Вот, собственно, и все. Основной источник – житие, точнее, не житие, повесть об отце нашем Стефане, написанный Епифанием Премудрым, современником Стефана. На основе этой повести было написано «Житие Стефана Пермского». И отсюда и сегодня не утихает спор о том, кто был Стефан Пермский. Миссионер, просветитель или завоеватель, который привел сюда войска, чтобы подчинить Коми-край, живший тихой, спокойной жизнью, ничего он такой жизнью не жил, к этому времени, вот в состав грабительского московского государства, которое посягнуло на природные богатства Коми-края. Ну, правда, понятие природных богатств в данном случае как бы переносится современное на древность. Ей-богу, Стефана Пермского меньше всего интересовала ухтинская нефть или воркутинский уголь. Кроме того, да и лес его тоже особенно-то не интересовал. Строго говоря, тогда это просто не ценилось, это не считалось природными ресурсами. Кому нужен был вообще уголь? Дурацкие камни, которые горят с каким-то там черным дымом. Я уж про нефть не говорю. Первую нефть, которую, кстати говоря, нашли тоже в Коми-крае. У нас первый нефтепромысел был именно в Коми-крае, под Ухтой, придуновский промысел в 17 веке. 18 веке, простите. 18. Так ведь тогда нефть-то знаете, где использовалась? Вот вы никогда не догадаетесь, ее в аптеках продавали. Ее продавали в аптеках как лечебное средство. Поскольку нефть, масляная жидкость применялась для заживления ран. Смазали ранку, вот вам и все. Можете сегодня представить, скажем, там, Лукойл как ведущую фармацевтическую фирму России, добывающую нефть для производства мази, для заживления ран, там, ожогов и так далее и тому подобное. О, ребята бы развернулись, да, у нас с этой сетью аптек. Была бы аптека Лукойл Коми. Замечательно. Вот. Так что и вообще у нас нет никаких свидетельств о том, что Стефан Пермский сюда привел войска. Но нет таких свидетельств. Но никто сегодня не может поверить, вернее, многие не могут поверить, что можно мирным путем просветить народ.
Вот просто убедить, ну не весь народ, убедить людей, что в своей вере, в своей правоте, в своей истинности мы настолько привыкли, что главное у нас дать по морде и завоевать кого-нибудь, чтобы свое убедить, что ты прав, что нам уже просто представляется невозможным другая точка зрения. Или вот другой эпизод, связанный с историей Коми, не менее интересный. Я надеюсь, вы еще помните, что вообще, согласно нашим учебникам истории, первым русским, появившимся в Сибири, был товарищ Ермак. Товарищ Ермак, который со своими казаками завоевал Сибирь. Ну, во-первых, Ермак Сибирь не завоевывал, он максимум, что сделал, это в Западной Сибири, утвердил, скажем так, свои колонии. Дальше он, естественно, не пошел. А во-вторых, Ермак считается вот первым, можно сказать, покорителем Сибири. Но это 16 век. А ведь первые походы, русские походы в Сибирь были с территории нашего края еще в 15 веке. В 1472 году и другие. И эти отряды военные, посылаемые московским князем, по сути дела, были первыми русскими исследовательскими, не только военными, но и исследовательскими отрядами Сибири. Ведь еще в 15 веке, скажем, при епископе Филофее, епископе Пермском, человек, который тоже сегодня забыт, но который вообще, по-моему, по уровню, по масштабам личности и деятельности вполне сопоставим со Стефаном Пермским. Например, мы имели очень смутное представление о том, что находится совсем рядом с нами, за Уральскими горами. У Филофея была вообще великолепная библиотека, к сожалению, она погибла, она была в Усть-Выми, а весь архив Пермской епархии, скорее всего, был уничтожен в 30-е годы нашего уже 20 века, прошлого уже 20 века, так сказать, в рамках борьбы с религией и закрытием церквей. Там я еще застал людей, которые вспоминали, что в 30-е годы около Усть-Выми 3 дня горел костер, куда сносили вот все эти никому не нужные опиум для народа, старинные книги, иконы, доски какие-то, рукописи из усть-вымских храмов. А Усть-Вым — это, можно сказать, резиденция Стефана Пермского. Скорее всего, там и библиотека Филофея большей частью погибла. Так вот, там находилась рукопись этой библиотеки о Сибири, о человецах незнаемых, где совсем недалекие наши соседи, через Урал, тут 2 шага, описывались как люди, ходящие, вернее, которые вообще ходят без одежды, поскольку они обросли волосами так, что им не холодно, в меховых шубах. И главное, у них ноги очень странные, такие длинные, они на них ходят и не проваливаются в снег, то есть на лыжах они прям так, у них лыжи из ног выросли, они так по ним и топают на этих лыжах. Вот такой был уровень знания о ближайших соседях. И когда русские отряды с карательной целью пошли в Сибирь в 15 веке, по сути дела, они же были и первыми, можно сказать, исследователями Сибири. Просто в отличие от похода Ермака, эти походы преследовали другую цель, действительно карательную, то есть привести в покорность сибирские народы, прежде всего предков Ханты и Манси, Остяки и Вагулы, тогда их так называли, с тем, чтобы они не совершали набеги на сопредельные территории, то есть на нашу территорию. Но в ходе этих, скажем, походов в 1599 году, например, был основан, в 1499 году был основан, например, на нашей, в общем-то, территории уникальный город. Это первый город за полярным кругом, это Пустозерск. Сейчас этого города нет, он рядом с Нарьян-Маром, но вы себе представьте, конец 15 века. И за полярным кругом, где вообще тогда просто никто не жил, основывается город, крепость, который простоял 300 с лишним лет. С этим Пустозерском связана трагическая история протопопа Аввакума. Именно там закончились его земные дни, он там был сожжен. Этот Пустозерск был самой северной русской крепостью, оберегающей устье Печоры. Оттуда, кстати говоря, уже после ермаковские времена, в XVI-XVII веке,
и коми в том числе пошли за Урал уже не завоевывать, а колонизировать Сибирь. И именно коми основали второй уникальный город через 100 лет после Пустозерска, известный сегодня как Салихард, тогда он назывался Абдорск, Абдор, то есть город на Аби, коми название, единственный в мире город на полярном круге, не за, не до, а на полярном круге прямо. Вот. Когда вы приезжаете в современный Салихард, а около пристани, раньше, по крайней мере, на асфальте была проведена жирная белая линия с надписью «Полярный круг». И любой желающий мог раз в 10 в день перейти в Заполярье и обратно, по желанию. Вот. Некоторые сентиментальные салихардцы, тогда же был Салихард, любили на полярном круге отмечать разные события семейной жизни. Знаете, как оригинально. Свадьба на полярном круге, выпить шампанского. Прямо на полярном круге. Так вот этот город на полярном круге тоже был основан коми в ходе колонизации. Скажем говоря, коми землепроходцы в составе русских вообще дошли до окраин нашей земли. Знаете, что Колыму, например, всем известную печальницу Колыму, вообще-то открыли коми землепроходцы. Они первыми вышли на реку Колыма в 17 веке. И первым комендантом или воеводой Колымы был как раз Дмитрий Зырян, землепроходец из Коми края. Так что потом, потом переселение коми в Сибирь шло, в общем-то, постоянно. Если вы встретите в Сибири наименование Зыряновск, Зырянка, Зыряновская, то это, скорее всего, деревни и населенные пункты, когда-то основанные выходцами из коми края. Так что, как видите, региональная история у нас буквально на глазах перерастает, можно сказать, почти приобретает всероссийский масштаб. Это отдельные примеры как раз из средневековой истории, наименее вам известной. Или вот такой пример, например, в 1491 году именно на территории Коми-края состоялась, можно сказать, первая научная экспедиция в российской истории. И в 1999 году у нас было отмечено 500-летие начала геологии и горного дела в России. Вот именно по этому событию, когда Иван III, объединив, так сказать, северо-восточные русские земли в московское государство, задумался о чеканке своей монеты, выяснил, что серебра в России нет, а его никогда не было, как ни странно это звучит, по крайней мере в то время серебро из Чехии возилось, задумал найти свое серебро и узнал, что на Цильме где-то вроде есть серебряные рудники, новгородцы о них слышали, переселенцы на Цильм, и послал экспедицию, своих геологов не было, одолжил геологов в Европе, в Священной Римской империи, в связи с чем у нас пишут, что у нас первыми геологами были немцы, называли их немцы, только немцами не были. Мы же немцами называли всех, кто по-нашему не говорит. Не мой, значит, дурак, что с ним взять? Они были, скорее всего, либо греками, либо итальянцами. Но для нас все они были немцами. Так вот, именно эта экспедиция, открыв серебряные рудники на Цильме, считается первой геологической экспедицией в истории России. Вы знаете, сейчас серебро у нас не добывают. Рудники оказались бедными, к сожалению. Там не было налажено производство. Но геологические исследования начались именно с этой экспедиции, так официально считается. А знаете ли, например, что при Иване Грозном мы помогли Англии поднять свою металлургическую промышленность. Я бы, например, с Англии потребовал компенсацию сегодня, потому что когда Иван Васильевич обнаружил, что Россия имеет выход к морю, это, правда, было Северное море, куда случайно забрели англичане. Кстати говоря, вот уровень знаний того времени. Англичане забрели в Северное море, знаете для чего? Чтобы попытаться найти северный проход в Индию. А ведь они двинулись на на запад. Там оказалась Америка на пути к Индии. Вот не кстати она оказалась, и через Америку путь в Индию был закрыт. Тем более, что в Южной Америке обосновались испанцы. Тогда они решили, а что, раз на запад нельзя, значит, можно на восток, наверное, двинуться и открыть Индию, дойти до Индии. Знаете, то есть они вообще не подозревали, что там какие-то льды есть, какой-то ледовитый океан, через который непроходим. Они считали, что да, если обогнуть Скандинавию, это на север надо идти, там холодно. А потом-то к югу же спускаться надо. Там должно быть тепло.
Так англичане оказались в Белом море, выяснилось, что там не очень тепло, корабли погибли, один спасся, капитана доставили к Ивану Грозному, он узнал, что Россия является морской державой с интересом. И завел отношения с Англией, основалась московская компания, и англичане, так сказать, получили лицензию на разработку железной руды на территории Коми-края, на Вычегде. И 10 лет они здесь добывали железную руду, это болотная руда была, и вывозили ее в Англию. Эта железная руда служила одной из основ развития английской металлургии, в то время бурно развивающейся, ставшей ведущей в мире. Правда, англичане хитренькие, они здесь домницы, то есть заводы строить не стали, но понимали, вероятно, что Иван Васильевич у нас правитель веселый, от него всего можно ожидать. Сегодня он Васильевич, завтра Грозный, и тогда кирдык собственности, что называется. Но руду-то вывозили, как это ни странно звучит, отсюда, с Вычегды. Вот. И, ну, я не знаю, есть английское исследование, переводное у нас, где говорится, что, в принципе, эта руда, вот вычегодская, служила основой металлургии английской в то время. Так что нам пора потребовать с Англии компенсацию за то, что мы подняли их, можно сказать, металлургическую промышленность в XVI веке. А если серьезно, то это вообще-то была первая концессия на территории российского государства. Можно сказать, в этом смысле наша территория оказалась первопроходцем. Про нефть я уже сказал, про то, что, собственно, нефтяные промыслы России начались тоже с территории нашего края. Правда, повторяю, тогда никто не рассматривал нефть как серьезное сырье. Нефть скорее рассматривалась как химическое и лечебное сырье. Вот, и в частности, действительно продавалась в аптеках, во флакончиках для заживления ран. И вот подобные эпизоды связаны не только с средневековой историей, мы можем найти вообще в истории, во всей истории нашего края. Мы проходим через XVIII век, через XIX, через XX век. В XX веке наша история нашего края обретает уже, можно сказать, свои специфические черты. Это, наверное, отдельная тема рассказа, потому что мы сейчас так галопом по Европам прыгаем, время-то ограничено. Я вам приводил только некоторые эпизоды, которые, ну, можно сказать, наводят на мысль, что наша история не такая уж и скучная, и вообще стоит ее знать. Но поэтому 20 век, наверное, мы трогать не будем, потому что в 20 веке действительно на территории Коми-края, как это ни печально, была ведь создана уникальная для Советского Союза модель экономики принудительного труда. Я имею в виду ГУЛАГ, потому что такой вот модели больше в Советском Союзе не было, когда, по сути дела, вся экономика региона была завязана, развитие ее было завязано на использование, ну почти вся была завязана на использовании принудительного труда заключенных и спецпоселенцев, ибо даже Колыма, в данном случае нам в подметке не годится, территория Коми-края, тогда уже Коми-АССР, это единственная территория, где действовало в разное время 17 исправительно-трудовых лагерей, а численность заключенных была, ну, вполне сопоставима с численностью всего, и спецпоселенцев, с численностью всего свободного населения Коми-края. И экономика, где республика Коми-АССР считалась индустриально-аграрной, но в то же время не имела, по сути дела, промышленного населения, промышленных рабочих, а 100% производства угля, 100% производства нефти, 90% производства электроэнергии и так далее ложилось на плечи лагерей, которые никак не подчинялись местной власти. То есть это вообще очень интересная тема, соотношение местной власти, местного населения и вот этих вот внешних, я бы сказал, лагерных структур. Я вам один пример приведу в заключение. Недавно нашел документик, он маленький, который меня очень позабавил, честно говоря, я такого не ожидал. Это маленькое письмо Коми-обкома КПСС, а вы знаете, что партийные органы, по сути дела, подменяли собой государственную власть. Начальник Ухта-Ижемского лагеря генералу Бурдакову. Коми-обком просит выделить
лагерь, выделить для ремонта здания обкома партии 100 килограмм краски и там 200 килограмм белил и штукатурки. То есть вот лагерь даже обеспечивал такую мелочь, как косметический ремонт здания обкома партии. Я напоминаю, что именно партийные органы, по сути дела, являлись органами государственной власти в республике. Без вот лагеря даже здесь было не обойтись. Что такое 100 килограмм краски? Ну, мелочь какая-то. Вероятно, это было согласовано, и генерал Бурдаков пишет: разрешить выдать обкому 100 килограмм краски для покраски здания. Это не то, которое сейчас стоит на площади, другое. Тогда обком находился в другом здании. Но вот, тем не менее. Но, повторяю, это, наверное, отдельная тема, которую я бы не хотел касаться так кратко, я бы сказал, эскизно. Я полагаю, что и тех примеров, которые я привел, достаточно, конечно, не для того, чтобы понять, что такое история Коми-края, а чтобы, по крайней мере, попытаться сделать вывод о том, что это не безинтересно и требует, не требует, а предполагает более подробное знакомство с историей своего края. В заключение хочу сказать, что закончить хотел бы не очень на мажорной ноте. Дело в том, что это довольно трудно сегодня познакомиться с историей Коми-края. Довольно трудно, даже если у вас возникнет такое желание. Во-первых, почти нет интернет-ресурсов, а вы уже привыкли работать с интернетом. Это уж вас книжку-то, небось, и заставить читать-то довольно трудно уже будет. И было бы с моей точки зрения просто очень здорово, если хотя бы один сайт открыли, посвященный истории Коми-края, просветительский сайт. Я предлагал такой сайт сделать, но, к сожалению, идея вся в деньги ушла, потому что наполнить сайт интересными вещами историки могут. Это мы можем. Вот, даже, скажем, на семейном подряде, что называется. А вот создать профессиональный сайт и поддерживать его, тут, конечно, любительства мало, тут требуются профессионалы. И кроме того, у нас ведь история Коми-края сейчас, по сути дела, уходит из школы. Увы, но это так. История Коми-края, краеведение преподается всего в нескольких школах республики. У нас в городе вот только в гимназии искусств, в Коми национальной гимназии, а больше, по сути дела, нигде и нету. Все остальное просто, как бы сказать, включено, должно быть включено в курс истории России. Насколько это включено, вот у вас там преподаватель вам расскажет. Должно быть, по крайней мере, включено. Книги почти перестали издаваться по истории Коми-края. Единственный учебник по истории и культуре Коми, учебник, аттестованный Министерством образования, единственный, он издан 10 лет назад, в 2000 году. Хороший он или плохой, это другой вопрос. Но 10 лет ничего не появлялось. Учебные пособия, да, есть. Вот недавно издали очень хорошее учебное пособие преподавателя университета Ольги Евтихиевны Бондаренко. Кто его видел? Тираж 1300. И куда он делось, куда это пособие делось, по каким министерствам оно распределено, этого, по-моему, даже автор не знает. А вы-то уж, даже если бы захотели с ним познакомиться, вряд ли его найдете. Хотя, повторяю, книга хорошая, популярная, написана именно для вас, для людей вашего возраста, для молодежи, с картинками, между прочим. Вот на этой бы ноте я бы и хотел закончить. А чтобы была нота все-таки мажорная, я сейчас как положено заканчивать лекцию, я ведь правда лектор общества знания, как все мы в то время, я закончу призывом: изучайте историю родного края, вам будет интересно. Все, спасибо.